Чистота – залог здоровья. По весне мы все можем наблюдать, как красиво просыпается природа. Все кругом цветет и благоухает. После оттаивания снега, как правило, все жители начинают наводить порядок на своих участках. Но встречаются и те, кто разводит костры, сбрасывая туда все ненужное, что накопилось за зиму. На сегодняшний день каждое утро 5 машин у нас выезжает, более 20 людей привязаны к этому делу. После утреннего намаза они выезжают, чтобы утром город был чистый, красивый, и чтобы глаз людей радовало, когда они идут на работу, и у них было чисто весеннее апрельское настроение. Система вывоза мусора в городе налажена давно. 2 раза в неделю его выводят как из муниципальных домов, так и из частного сектора. Но во втором случае стоит и другой вопрос. Не все жители спешат заключить договор с ЖЭУ на эту услугу и предпочитают мусор просто сжигать. Конечно, это удобно, но не все понимают, насколько это вредно. تكون غلق مو دات يتقتل يولج عقني الموسر أو مش حوري ليس ماشي دحوري دحوسر هدي در وقتها إيش ياقو تشار مو غلق مغر ديجي كور حبيات ديجي حجر كور شو وقت هون يكور تار ياقوش أصلا ما ياقي أول تاركش نقع ياقوش ولشنجا نقول يا مصر بس يدعي حيتشو ياقي تسوي بدقنا. Все, что мы покупаем в магазине, любая вещь, бывает обязательно упакована хотя бы в полиэтиленовый пакет, будь то продукты питания или одежда. Все это, если не выбрасывать, идет в костер. Во время горения, даже просто при нагреве такого мусора, образуется не только угарный газ, но и ужасные клубы дыма. В результате мы получаем токсические вещества, которые приносят вред нашему здоровью. Сжигание мусора очень отрицательно влияет на окружающую среду, в принципе, и в частности на человеческий организм. Ведь сжигаются не только вещества органического характера, но и неорганического характера. В частности, если говорить о конкретно иммунитете, аллергостатусе ребенка, то сжигание мусора отрицательно влияет именно в этом плане. Дети, когда дышат разными производными, скажем так, при сжигании, появляются обструктивные бронхиты, появляются непонятного характера аллергические реакции, как на кожные, так и дыхательные. И что очень трудно бывает впоследствии бороться с ними и снимать эти одышки, обструктивные бронхиты, и связанные с этим проблемы с дыхательной системой. Поэтому по возможности, конечно, населению нужно объяснять, что этого делать не стоит. Весь мусор, который забирает спецтехника, вывозится далеко за город на Андреевскую долину, где предусмотрена специальная свалка. Она занимает 13 гектаров земли. Мусоровозы заезжают сюда бесперебойно. В среднем они выгружают 500 кубов мусора в день. Мы на данный момент занимаемся захоронением мусора. Это слой мусора высыпается, потом делается глиняный экран толщиной 50 сантиметров, полметра. И потом повторно, еще слой, и обратно глиняный экран делается, до захоронения, одним словом. Если взять так материально, то контейнеры недолговечны становятся, обгорает краска, и они выходят из строя. В Главном управлении МЧС по Чеченской Республике рекомендуют гражданам быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, особенно в летний период. Не сжигать бытовой мусор и сухую траву. Это не только может привести к экологическому бедствию, но и создать угрозу распространения огня на жилые дома и другие объекты. В связи с внесением изменений в постановление правительства об установлении правил противопожарного режима и введен запрет на выжигание сухой растительности. Из-за нарушения этого запрета, граждан, должностным лицам грозит административный штраф. И органы надзорной деятельности, в свою очередь, будут предпринимать меры по выявлению виновных лиц и привлечению к их административной ответственности. Уже такие факты есть. 4 человека привлечено к административной ответственности в виде штрафа. По указанию главы республики каждый год проходят массовые субботники. Приводятся в порядок парки, скверы, люди убирают территории своих рабочих мест. С каждым днем город становится все чище и краше, что и требует от населения местные власти, призывая к соблюдению чистоты.
Проблема состоит в том, что с листьями и травой, как правило, горит и множество другого мусора, что усиливает загрязнение атмосферы. В костер нередко идут куски ДСП, ДВП, пластиковые бутылки. К примеру, при сжигании полиэтиленового пакета, как говорят специалисты, в воздух выбрасывается до 70 различных химических соединений, большинство из которых ядовиты для человека. В результате это вызывает множество тяжелых и даже неизлечимых болезней. Лейла Наврузова, Магомед Сулейманов, Дауд Куруев, Новости 7.